В Усть-Илимском районе открыли социокультурный центр. Это первый объект, распахнувший двери в год столетия Коми. В открытии участвовал глава республики Владимир Уйба. Об итогах первого дня его рабочей поездки расскажет Алексей Корчма. Первый объект, открытый в республике в год ее столетия, социокультурный центр в деревне Карпушовка. Таковым стал не случайно. Именно малыми поселениями богата республика. Здесь и традиционный быт, и язык. В открытии поучаствовали социальные партнеры. Владимир Уйба отметил, для жителей важно не забрасывать такие проекты на полпути. Дело нужно всегда заканчивать. И социокультурный центр деревни Карпушовка тому хорошее утверждение этого правила. Пусть не сразу, пусть не с первой попытки, но вес взят, центр открыт, и это самое важное. Следующая остановка – село Коровий Ручей. Здесь до конца года отремонтируют интернат. В нем живут 11 детей из села Нерица, кадетской школы. Здание находилось в аварийном состоянии. Сейчас требует капитального ремонта и прокладки инженерных сетей. Держатели не будете ставить? Ничего, Не обходятся рабочие поездки главы Коми без встречи с общественниками. Владимир Уйба беседует с активом межрегионального общественного движения «Русь-Печорская». В последний раз глава Коми встречался с членами движения в прошлом году и отдал ряд поручений. Тоже очень был непростой вопрос. Это автомобильная дорога Яровель-Ижма-Усть-Цильма. Надо сразу сказать, что это дорога региональная, межмуниципальная. В 2021 году мы планируем завершить разработку проектно-сметной документации на проведение реконструкции участка этой дороги, это Ижма-Диюр. После проработки сметы дорога будет включена в адресную инвестиционную программу Коми. Другие вопросы касались инфраструктуры, проектов народного бюджета и народной инициативы. А часть, например, вопрос поддержки тренеров в сельской местности, сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Алексей Корчма, Евгений Стокос, Юрган, Усть-Илимский район.